Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. С каждым днем растет число новых заражений коронавирусом. Глава Якутии поддерживает предложение о нерабочей неделе. Итоги уборочной кампании подвели в правительстве региона, насколько выполнен план по сбору урожая. Осторожно, гололед. 25 аварий произошли за сутки на дорогах Якутии. В 3 из них пострадали люди. Растет количество новых заболевших коронавирусом в регионе. 285 человек заразились ковид за минувшие сутки в Якутии. Из районов больше всего заболевших в Нерюнгринском – 15 случаев. В Мигино-Кангаласском и Намском улусах по 13, в Алданском – 12, в Мирнинском – 11, в Усть-Алданском районе – 8. Все районы, где высокий уровень новых заражений, относятся к антилидерам республики по уровню вакцинации населения, отмечает оперштаб. От 1 до 7 случаев заражения фиксируют в 15 районах. Под особым контролем ситуация с ковид в Вилюйском, Верхневилюйском, Мигино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. В Якутске развернуты дополнительные реанимационные койки. До 190 увеличилось количество больных в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ 35 пациентов. 5-я часть от общего количества больных – дети. На настоящий момент первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории Республики Саха-Якутия. У нас идет, значит, хоть и небольшими темпами, но ревакцинация. За неделю ревакцинировано было уже около тоже плюсом, да, значит, около 10 тысяч. И сегодня ревакцинировано 20 807 человек. Во всех районах республики вакцина имеется в достаточных количествах. Глава Якутии провел совещание оперативного штаба. Айсай Николаев оценил текущую эпидситуацию в республике как напряженную. Он отметил, что нерабочие дни в республике целесообразно объявить с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением президента Владимира Путина. Также глава региона поручил оперативно отработать вопрос с объявлением осенних каникул для школьников одномоментно по всей территории республики в период осенних нерабочих дней. Стартовал региональный общественный форум «Здоровый якутянин. Здоровая Якутия». Участники мероприятия встретятся в режиме видеоконференции и на 5 дискуссионных площадках. Цель форума – открытый диалог общества, власти и бизнеса. Темы обсуждений – самые важные вопросы. Подробности у Марфирины Алексеевой. Девиз общественного форума – форум тех, кто действует. А это обозначает, что участники форума не просто поговорив разойдутся, а начнут активные действия. К примеру, возведение этого здания – плод форума. Социальная политика в республике и ее развитие, решение социальных проблем – основополагающая задача общественных организаций. Постройка здания профсоюзов, где расположились общественные и некоммерческие организации, послужила мощным импульсом развития общественных и гражданских инициатив. Национальная программа развития Дальнего Востока. Вот эту программу тоже мы ставили вопрос об этой программе. Был создан в свое время специальный орган государственной власти, исполнительной власти, для того, чтобы работать с некоммерческим сектором. Эти вопросы были поставлены, например, на форуме 2014 года. Вот. Сейчас будем делать резолюцию. Сегодня общественный строй ставит вопросы о здоровом образе жизни, о сокращении употребления и распространении алкогольных напитков, о доступной среде для маломобильных граждан, а также воспитании в подрастающем поколении национальных ценностей и нравственности. Наблюдаешь даже у детей, у молодежи, они уже немножко больше думают о денежных средствах, как заработать, ничего не делая, типа такого. Не очень хорошо. Это все-таки должны быть человеческие ценности, и вообще нравственность, и патриотизм. Они вообще стержнем должны быть в нашей жизни. Глобально искоренить корень проблемы и ввести действующие меры участники форума действительно могут. Все предложения и идеи имеют силу и войдут в законопроекты Якутии. Они будут озвучены в госсобраниях республики, затем в Госпалате России и Государственной Думе. Некоммерческий сектор и гражданские активисты занимают третий сектор экономики. Они привлекают очень много ресурсов. Буквально вот за один конкурс бывает так, что привлекает более 70 миллионов рублей. И все это идет на то, чтобы развивать непосредственно нашу жизнь, наше общество.
Дискуссии будут проходить на протяжении 2 дней. Темы обсуждения затрагивают сферу культуры, туризма, патриотизма, научных технологий и благоустройства окружающей территории. Охват мероприятия огромен. Участники – гражданские активисты, некоммерческий сектор, исполнительные власти, члены общественных палат России и всего Дальнего Востока. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Итоги уборочной кампании сегодня подвели в правительстве региона. На расширенном совещании под руководством премьера Андрея Тарасенко местные сельхозпроизводители рассказали, что площадь обрабатываемой пашни в текущем году составила 53%. Из них посевная более 47 тысяч гектаров, что стало максимальным показателем с 2005 года. Что касается зерновых культур, план доведен до 10 муниципалитетов, убранная площадь 85%. На эти цифры повлияло засушливое лето. По сбору картофеля план выполнили на 83%, а по сбору овощей на 92%. На следующий год Минсельхоз ставит задачу заготовить гранулированное сено в Амурской области с последующей доставкой его в Якутию. Андрей Тарасенко, в свою очередь, отметил, что нужно кардинально решать вопрос с увеличением охвата сенокосных угодий. По итогам кормозаготовительной кампании 16 аграриев Якутии получили правительственные награды. Кроме того, Андрей Тарасенко от имени Айсена Николаева вручил дипломы и награды победителям регионального конкурса «Лучшие практики наставничества». Всего 7 представителей от 5 республиканских предприятий стали лучшими наставниками. Конкурс впервые провели в рамках национального проекта «Производительность труда». 7 человек стали учителями для молодых специалистов и помогли им найти себя в разных профессиях. За задачей стало не только привлечение сотрудников в рабочие профессии и повышение их престижа, но и внедрение успешных решений в трудовую практику. Потому что вот мы возвращаемся к той хорошей былой системе, когда многие, может быть, многие, кто застал при СССР, когда в действительности молодой человек, когда пребывал на производство любое, всегда у него был мастер, который помогал, наставник, и его вел, соответственно, до определенного момента, когда он становится уже специалистом и уже может сам работать. Мне очень приятно сегодня, что вы победители, и я думаю, что в дальнейшем на всесоюзный конкурс можно победу принести. Якутия в числе лидеров по участию во всероссийской переписи населения. Об этом на брифинге по итогам первой недели переписи сообщил замруководителя Росстата Павел Смелов. 23% жителей республики уже прошли перепись, в том числе через портал госуслуг. По количеству переписавшихся онлайн среди регионов лидирует Тульская область. Росстат рассматривает возможность продления всероссийской переписи населения на портале до 14 ноября включительно. Ранее сроки онлайн-переписи были определены до 8 ноября. Всего по стране по итогам первой недели в переписи приняли участие 14 миллионов человек, из них 11 миллионов электронно. В принципе, мы идем с достаточно таким хорошим опережением графика по переписываемому населению. И, возможно, в некоторых субъектах даже уже предполагаем, что перепись закончится гораздо раньше, чем есть срок у нас до 14 ноября. Осторожно, гололед. 25 аварий произошли за сутки на дорогах Якутии. В 3 из них пострадали люди. В остальных случаях обошлось без травм. В республиканской столице ситуация на дорогах тоже сложная. С подробностями на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Мадина Халикова. Мадина, привет. Я передаю тебе слово. Сергей, добрый день. И, конечно же, сейчас мне хочется процитировать классика. Не совершай ошибку, не выходи из дома. Потому что к приятной и теплой погоде самым неприятным дополнением стал гололед. И на улице действительно очень скользко. Утром до своего места назначения не смогли добраться ни пешеходы, ни автолюбители. Точнее, конечно, смогли, но с затруднениями. И, кстати, затруднения движения есть даже сейчас в некоторых участках города. Произошло на дорогах 25 аварий, это по республике. В самом Якутске 21 авария. И, кстати, даже есть пострадавшие. Но о том, какая ситуация, более подробнее нам расскажет инспектор по безопасности дорожного движения ГИБДД МВД Республики Саха-Якутия. Это Сергей Сетань, ему слово. За прошедшие сутки на дорогах республики произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. В 3 из них пострадали люди.
21 ДТП произошло в городе Якутске. Сопутствующей причиной во всех автоавариях послужил гололед. Госавтоинспекция предупреждает всех участников дорожного движения. Будьте предельно внимательны на дорогах. Водители, заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, в местах скопления людей, перед школами, детскими садами. Пешеходам также надо быть бдительными, переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и на пешеходных переходах. Вот такая обстановка на дорогах республики. Ну и, конечно же, хочется напомнить нашим автомобилистам, те, кто не успел переобуть резину с летней на зимнюю, нужно обязательно это сделать, потому что эту неделю и последующую синоптики обещают быть теплой. И, конечно же, ждут нас теплые выходные, но все-таки будет гололед, и нужно быть очень аккуратными на дорогах и пешеходам, и водителям. Обязательно соблюдать правила дорожного движения, смотреть свой тормозной путь и рассчитывать его верно, ведь на такой скользкой дороге он гораздо больше увеличивается. Ну и, конечно, помнить о том, что наша собственная безопасность только в наших руках. Пешеходам нужно переходить дорогу только по пешеходным переходам, смотреть на светофоры. Ну а водителям быть вежливыми и понимать, что люди могут быть в скользкой обуви, не торопиться и постараться все-таки уважительно относиться друг к другу. Сергей, на этом у меня все. Подробнее расскажем в следующих выпусках новостей. Передаю вам слово. Мадина, спасибо. Это была Мадина Халикова с информацией о ситуациях на дорогах Якутии. Дети от 2 до 4 лет чаще всего выпадают из окон многоквартирных домов. Статистику по стране опубликовали журналисты российской газеты. За осень и весну прошлого года с высоты упали 1300 детей, 145 погибли. В Мирном за последние 2 года подобных случаев не происходило, отмечают в комиссии по делам несовершеннолетних. Но специалисты все равно беспокоены. Осенью в домах включают отопление, жители чаще открывают окна. А дети, как показывает практика, не боятся лезть на подоконник. Правоохранители призывают мам и пап внимательнее смотреть за чадами, когда в доме распахнуты окна. А чтобы дети не могли сами открыть створку, необходимо установить на ручку ограничитель. Продаются и пластиковые перемычки, которые крепятся на металлической части окна. Хатанская средняя школа 2017 года проводит соревнования WorldSkills Россия по компетенции агрономия. С прошлого года ввели новую компетенцию сити-фермерства, а в этом году соревнования по флористике. В них участвуют школьники от 14 до 16 лет. Участниками муниципального чемпионата молодые профессионалы стали 9 участников из 7 школ. По регламенту дают 3 задания, на каждое отводят 3 часа. За это время флористы должны собрать букет из живых цветов, оформить букет для невесты и сделать композицию в специальном ящике. 6 основных направлений, по которым выставляются оценки. Это техника безопасности, это умение работать с биологическим материалом, да? Это композиционный, да? И третье, то, что флорист умеет работать со своим товаром, чтобы смог продавать, реализовывать свой продукт. И именно для этого ребенок делает фотографию на определенной фотозоне, то есть должен уметь продавать свой продукт. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.